А вы знали, что любой гражданин Кыргызстана имеет право предложить свой законопроект и даже инициировать поправки в Конституцию? Но все ли так просто? Всем привет, с вами эксперт общественного фонда «Гражданская платформа», и я вам расскажу все простыми словами. Итак, закон о народной законодательной инициативе. Начнем сразу с ограничений. Если вы хотите инициировать какой-то законопроект, который касается, например, изменений государственных границ, республиканского бюджета, амнистии, помилования, вопросов международных отношений или введения военного или чрезвычайного положения, то спешу вас огорчить. Такие проекты вноситься не могут, а все остальные – пожалуйста. Вообще, согласно Конституции Кыргызстана, инициировать проект закона могут 10 тысяч избирателей. Кроме того, такое право есть у президента, Джогурку Кенеша, Кабинета министров, Народного Курултая, а также у Верховного суда и Генеральной прокуратуры по вопросам их ведения. А вот изменения в Конституцию – это куда более серьезная процедура, поэтому и круг субъектов здесь уже. Это 300 тысяч избирателей, президент и 2/3 от общего числа депутатов Джогурку Кенеша. Причем граждане могут внести изменения только в 1, 2 и 5 разделы Конституции. На сегодняшний день на общественном обсуждении находятся поправки в сам закон о народной законодательной инициативе. Например, предлагается исчерпывающий список документов для регистрации инициативной группы, минимальная численность которой, кстати, 10 человек. Сейчас перечень разбросан по законам и подзаконным актам. Если по действующему закону инициативная группа обязана публиковать свой проект в республиканской газете, то предлагается заменить это на республиканское печатное издание. Вероятно, имеются в виду и интернет-платформы. После этого инициативная группа должна начать сбор подписей. Согласно предлагаемым изменениям, подписной лист может быть заполнен собственноручно или в электронном формате. Уделили внимание и лицам, которые физически не способны поставить подпись. Если поправки в закон будут приняты, такие лица смогут попросить помощи другого человека, но в присутствии нотариуса. Кроме того, инициативным группам хотят предоставить бесплатное эфирное время на государственных каналах, чтобы они могли агитировать за свои проекты. А что насчет подводных камней? Давайте разбираться. Закон обязывает авторов проекта оформлять текст по всем канонам законотворческой процедуры. Но возникает вопрос, у всех ли кыргызстанцев есть опыт разработки законов и достаточный уровень юридической подготовки? Не является ли это дополнительным обременением? На сбор подписей даются 3 месяца, за которые необходимо собрать 10 тысяч одобрений граждан. Однако закон не содержит гарантий, что эти подписи не будут забракованы. Поэтому велик риск, что на практике 10 тысяч подписей будет недостаточно. Из этого появляется еще один риск. Народный законопроект вообще может не дойти до депутатов, а ресурсы на разработку законопроекта и сбор подписей уже будут потрачены. Давайте теперь посмотрим на статистику. Как работает этот закон? С 2013 года в Минюст 18 раз подавали законопроекты, инициированные гражданами. 10 группам и их законопроектам было отказано в регистрации. 1 отозвала сама инициативная группа, 7 зарегистрировали, после чего они должны были опубликовать свои законопроекты и начать этап сбора подписей. Кстати, последняя народная инициатива датируется 10 апреля 2020 года. Посвящена она была люстрации и предотвращению коррупции. Однако и этот законопроект был забракован уже на стадии Минюста. Таким образом, можно подытожить, что закон содержит определенные риски и барьеры, которые могут помешать в полной мере реализовать гражданам свои законные права. Может быть, именно по этой причине в Кыргызстане не так сильно развит институт народной законодательной инициативы. Поэтому, возможно, наилучшим вариантом будет облегчение процедурной части закона. Ну что ж, на этом у нас все. Спасибо тем, кто был с нами. Ждите следующих выпусков.